Я прошу Всевышнего оказаться тем его рабом, который будет услышан верующими людьми, которые называют или считают себя христианами. Если брать во внимание Ветхий Завет, то известно, что в иудейской традиции веселое празднование дня рождения считается подражанием язычникам. От имени мусульман заговорил сам Джафар ибн Абу Талиб. «О царь! Раньше мы были людьми невежественными, пока Всевышний не направил к нам посланника из числа нас самих. Он велел нам возвращать доверенное, поддерживать родственные связи, жить в мире, дружбе со своими соседями, отказаться от кровопролития и совершения запретного». Вот оно описание мусульман, не надо его искать, вот оно. Дорогие братья, дорогие сестры, вчера, как известно, христиане в соответствии с восточным обрядом, подчеркиваю, восточным обрядом, праздновали Рождество Иисуса, мир ему, то есть его рождение. Я подчеркнул, согласно восточной традиции, потому что согласно западной традиции Рождество отмечается 25 декабря. То есть разные даты. Примечательно, как Папа Римский Франциск поздравил христиан, хотя это западная традиция, и мы знаем, между западной и восточной традицией серьезное противостояние. Но Папа Римский поздравил, и он отметил, что свет Иисуса предназначен для всех, что спасение, совершенное Христом, не знает границ, что таинство Рождества рассматривается в измерении света, который пронизывает, освещает всякого человека, его нужно принять в вере и нести другим милосердной любви, свидетельстве и возвещение Евангелия и так далее. Пик толерантности, милосердия, вершина. Не так ли, братья? Сейчас, вероятно, у вас в голове один вопрос возникает. Вы в недоумении. Зачем муфтий с минбара все это говорит? Дорогие братья, дорогие верующие, если бы не аят в Коране, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Ты также непременно найдешь, Всевышний говорит в Коране, что ближе всех к любви, в любви к верующим являются те, которые говорят: мы христиане. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия. Поэтому, дорогие братья, зачитывая этот аят, этот благословенный аят, с этого благословенного места минбара, в этот благословенный день пятницы, я прошу Всевышнего оказаться тем его рабом, который будет услышан верующими людьми, которые называют или считают себя христианами, и которые не ограждают свой разум пеленой гордыни, потому что Всевышний говорит, не проявляет высокомерие. Иными словами, я надеюсь на Всевышнего и прошу лишь только Его, чтобы мои слова были услышаны искренними людьми. Искренними людьми, которым не столь важно осуждение или довольство людей, а важно довольство и любовь Творца людей. Братья, зачитывая этот аят и последующий, раскрывая причину ниспослания этого аята, а важно понимать правильно этот аят и знать причину ниспослания аята, и мы до этого дойдем далее.
Я надеюсь, что раскрою суть и дух принципов ислама, принципов настоящей толерантности, про которую все сейчас любят говорить в 21 веке. И модно об этом говорить. Да? И поэтому я и зацитировал Папу Римского. Что это за принципы ислама? Это те принципы, в которых Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати валь мау'изати аль хасана». Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием. И веди дискуссию, спор, общение с ними, то есть с людьми Писания, наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Примечательно, дорогие братья, что последняя книга после Торы, Псалтыря, Евангелия, то есть Коран, описывает этих настоящих христиан, священников, монахов. Да? И в следующем аяте, то есть я зацитировал аят, в следующем аяте Аллах Субхану ва Тааля их описывает. И как он их описывает? «Иза сами'у ма унзиля иля р-расули», когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, то есть Мухаммаду, мир ему, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят: Господь наш, мы уверовали, запиши же нас в число свидетелей. Дорогие братья, сестры, уважаемые верующие, еще раз подчеркиваю, я говорю обо всем этом с этого минбара. Зачем? Почему? Еще раз озвучиваю этот вопрос. Я говорю об этом, потому что это часть великого призыва, с которым приходил каждый пророк, а их было всего 124 тысячи, как это упоминается в достоверном сообщении от Абу Зарра. И из них 315 было посланников. Каждому народу был направлен пророк. Частью призыва «Ани абудуллах», поклоняйтесь в широком смысле этого слова одному единственному Богу. Нет у вас другого божества, кроме Него. И это постоянно упоминается в коранических аятах, как мы это уже об этом говорили. То есть, только Его любите, то есть, только Его довольство ищите, то есть, только к Его любви стремитесь. Не нужны вам посредники, то есть, только Его награды желайте, то есть, только Его наказания бойтесь. Теперь же, братья, возвращаясь к аяту, где описываются эти искренние христиане, священники, монахи, к причине ниспослания аята, передают, что Абдуллах ибн Зубейр рассказывал, что аят, когда они слышат то, что было ниспослано посланнику и так далее, был ниспослан по поводу Негуса и его соратников. Вообще история Негуса, она очень-очень наполнена различными эпизодами. Я на всех не буду останавливаться, она очень важна. Остановлюсь только фрагментарно на том, чтобы донести основную свою мысль сегодня вам. Быстрый экскурс. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал открыто призывать в Мекке, мекканский период, что произошло? Произошло, что знатные курайшиты начали преследовать своих соплеменников. Они начали притеснять. Они запугивали богатых или тех, кто в достатке, что они лишатся своего положения в обществе, а бедняков, рабов избивали. Вот вам общественное давление, да, или админресурс, использование админресурса, говоря современным языком. Не имея возможности помочь своим последователям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: отправляйтесь на такие-то земли, поистине там есть справедливый правитель, христианин. Негус Аксума. Аксум – это название территории. Сахама, так его называют в арабской мусульманской традиции, Асхама ибн Абджар. Он был добропорядочным христианином. Ну, естественно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане надеялись, что они там смогут свободно исповедовать религию Всевышнего Аллаха.
Братья, не поразительно ли? Не поразительно ли? Особенно в контексте осознания борьбы истины против лжи. Арабы, то есть будущие мусульмане, так, притесняют своих соплеменников, соотечественников, своих граждан на языке современном. Они же ищут мирной жизни и справедливости на землях христианского правителя. Итак, поначалу в Абиссинию переселились 12 человек. Позже их количество увеличилось. Упоминается, что их было более 80. И их возглавил, я опускаю многие подробности, Джафар, величайший сподвижник Ибн Абу Талиб. Язычники, курайшиты, арабы, что сделали? Отправили в Аксум целое посольство с дарами и так далее, чтобы предотвратить это, да? Вернуть своих граждан, говоря на языке современном. Во главе них был кто? Никто иной, как сам Амар ибн аль-Ас, будущий мусульманин. И что он сказал? Смотрите, что сказал Амр. Он на тот момент еще не был мусульманином. «О царь, в твоей стране нашли себе приют неразумные люди, порвавшие со своей собственной религией, но не принявшие той религии, которую исповедуешь ты. Они принесли с собой новую религию, которую сами же придумали, которая неизвестна ни нам, ни тебе. И поэтому достойнейшие люди нашего народа, в том числе их отцы и ближайшие родственники, направили нас к тебе, чтобы ты вернул этих людей». И они дали дары. Священники, монахи, которые окружали Негуса, обеспокоились, взволновались. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям не выбрал бы этого человека, если бы не знал о его справедливости. И Негус сказал: я должен выслушать вторую сторону. От имени мусульман заговорил сам Джафар ибн Абу Талиб. И мне ничего не остается, как процитировать его. Что сказал Джафар? Вот оно, описание мусульман. Не надо его искать. Вот оно. «О царь, раньше мы были людьми невежественными. Поклонялись идолам, употребляли в пищу мертвечину, предавались в разврату, порывали со своими родственниками, враждовали со своими соседями. А сильные среди нас обижали слабых, и все это продолжалось до тех пор, пока Всевышний не направил к нам посланника из числа нас самих. Этот человек известен нам своей родовитостью, правдивостью, честностью, добродетельностью, и став посланником, он призвал нас к поклонению одному лишь Всевышнему, отказу от поклонения камням и идолам, которым всегда поклонялись наши предки. Кроме того, он велел нам, говорит Джафар ибн Абу Талиб, быть правдивыми, возвращать доверенное, поддерживать родственные связи, жить в мире, дружбе со своими соседями, отказаться от кровопролития и совершения запретного. Он запретил нам предаваться разврату, лгать, присваивать имущество сирот и порочить целомудренных женщин. И еще он велел нам поклоняться одному только лишь Аллаху, ничего не приравнивая к нему. И он велел нам также совершать молитвы, выплачивать закят, соблюдать пост. И мы поверили ему, уверовали в него и присоединились к той вере, которую он принес с собой от Всевышнего, начав поклоняться одному лишь ему и отвергнув все остальное. Он же запретил нам все то, что запретил Всевышний, и разрешил все то, что было разрешено им, Всевышним. Из-за этого наши соплеменники стали враждовать с нами, подвергать нас мучениям, отвращать нас от нашей веры, пытаясь вернуть нас к поклонению, вместо поклонения Всевышнему, к тем мерзостям, которые прежде всего мы считали для себя дозволенными. И когда они стали притеснять и преследовать нас, говорит Джафар ибн Абу Талиб, мы перебрались в твою страну, предпочтя тебя всем остальным, встав под твою защиту и понадеявшись на то, что ты никому не позволишь притеснять нас, о царь. Вот оно определение ислама и мусульман, если кто-то хочет знать, читать, говорить. Услышав это, царь христиан, что сказал? Он потребовал от Джафара, он был мудрый человек, зачитать что-либо из Корана. И Джафар, как известно, зачитал
аяты из суры Мария. Она так и называется. И вот они, эти аяты. Помяни в Писании Марию. Вот она ушла от своей семьи на восток. И укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней нашего духа, то есть ангела Гавриила. И он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала: я прибегаю к милостиву. Она испугалась. Чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен. Он сказал: воистину я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика. Она сказала: как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей? Он сказал: вот так Господь твой сказал, это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей, и милостью от нас это дело уже предрешено. Она понесла его, то есть забеременела, и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу финиковой пальмы, и она сказала: лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой. Тогда он, Иисус, или ангел Гавриил, по-разному трактуется, воззвал к ней из-под нее: не печалься, Господь твой создал под тобой ручей. Поэтому важно беременным женщинам есть финики, пить воду. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей, радуйся. Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: я дала милостиву обет, то есть хранить молчание, и не стану сегодня разговаривать с людьми. Она пришла к своим родным, я цитирую все еще Коран. Они сказали: о Мария, ты совершила тяжкий или небывалый или удивительный проступок, грех. Они обвинили ее. О, сестра Харуна, Аарона, твой отец не был скверным человеком. Они ее так говорили и обвиняли ее. И мать твоя не была блудницей. Она показала на него, и она сказала: Мария, Мирия, сказала: как мы можем говорить с младенцем? Они же сказали люди, когда он в колыбели. И вот он сказал, и Иисус заговорил, и это было чудо. Воистину, я раб Всевышнего, одного единственного Бога. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и раздавать закят, милостыню, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери, не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни, и так далее. Услышав эти аяты, что случилось? Негус заплакал. Он заплакал так, что его борода промокла. Священники, которые были рядом с ним, также заплакали. И он сказал, Негус сказал: клянусь тем, что принес с собой Иисус и то, и другое из одного источника. Итак, дорогие братья, Негус, тронутый этой речью, разрешил мусульманам жить в его стране. А послам велел забрать их подарки. Арабам, которые пришли забрать своих соплеменников, сказал: забирайте и уходите отсюда. И вот я вам раскрыл причину ниспослания этого аята. И еще раз напоминаю вам этот аят, где Всевышний описывает этих истинных, настоящих христиан. Когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Дорогие братья, впоследствии последовали ли все священники и монахи примеру Негуса? Нет, конечно. И мы знаем, что была попытка свергнуть Негуса. Из истории мы знаем об этом. И примечательно, что на тот момент Джафар ибн Абу Талиб и мусульмане сказали ему о том, что они готовы поддержать его, даже если это понадобится в военном столкновении. Хотя обошлось без этого. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху, лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его просим о помощи и наставлении на истинный путь. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. А кого Он собьет с этого пути, уже никто не наставит. Итак, дорогие верующие,
братья и сестры, христиане Востока до IV века, обращаю ваше внимание, до IV века, то есть, когда были еще истинные христиане, первые 3 поколения не отмечали Рождество, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий. Иными словами, день борьбы, день пути призыва, говоря нашим языком. Если брать во внимание Ветхий Завет, дорогие братья, то известно, что в иудейской традиции веселое празднование, в принципе, да, дня рождения считается подражанием язычникам. Таким, как фараон из библейской истории Иосифа Прекрасного. Это Бытие 40:20. Для ранних христиан, дорогие братья и сестры, более важным с вероучительной точки зрения было ежегодное воспоминание страданий Иисуса, то есть борьбы на пути призыва, про который я всегда говорю нашим языком. В итоге, дорогие братья, что получилось? А в итоге получилось, что христиане начали считать Иисуса Богом. Вот что получилось в итоге. Более того, его крещение начали называть богоявлением и так далее. Вот что оно получилось. Хотя крещение, по сути, это принятие полного омовения. Да? Поэтому, гусль, очевидно, что Рождество, или, как принято говорить, Рождество Христово, даже по определению, да, один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса, я сейчас цитирую, от Девы Марии. И делаю акцент на слове «установленный». Не было его, он установленный. Так же, как и день рождения пророка, сегодня отмечают некоторые мусульмане. И он установленный, его не было. И точно так же первые 3 поколения не делали этого, как и в случае с христианами. Все, что я говорю, братья, общеизвестные факты. Откройте ту же Википедию, прочитайте все, что я вам говорю. Дорогие верующие, человек всегда в борьбе за свою правду, обратите внимание, за свою правду, я делаю акцент на свою правду, пренебрегает формой, искажает суть и впоследствии отходит от нее. Невозможно сохранить чистой, прозрачной, полезной суть, как невозможно представить в принципе апельсин красивым, вкусным, прекрасным, без кожуры, или яблоко без кожуры. Представьте себе. Яблоко сразу почернеет, представьте себе почищенный апельсин. Ну какой он? Поэтому оболочка, форма всегда хранит суть. И только путь борьбы, дорогие верующие, не за свою правду, а за истину, оставляет человека в рамках ее формы. Формы этой истины. И только так достигается довольство Всевышнего Аллаха. «Куль ин кунтум тухиббун Аллаха фаттаби'уни, юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Всевышний возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Скажи, повинуйтесь Всевышнему и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Дорогие братья, а почему человечество, императоры, цари, правители, халифы даже, независимо от географии, я сейчас даже, независимо даже от веры, религии, да? Почему? Президенты, почему? Почему они пытались играть формой, я не говорю про всех, но таких примеров в истории вы найдете уйму. Они играли формы, пренебрегая сутью. Они это делали, чтобы сохранить на языке современном общежитие. То есть устрой, который есть, да, на их территориях, землях, чтобы сохранить, адаптировать устои, которые есть. Для чего? Для того, чтобы сохранить законопорядки, для того, чтобы сохранить свою власть. Те, кто исказил форму, дорогие братья, чтобы сохранить суть, заблудился. Аддалюн.
по определению Корана. Те, кто исказил суть и придал ей свою форму, пал под гнев Всевышнего по определению Корана аль-Махдуб алейхи. И лишь те, братья, кто сохранил форму и, невзирая на смену времени, места, обстоятельства, возвращал людей к сути, именно эти, те, кто следовал путем тех, которых Аллах облагодетельствовал. По определению Всевышнего, «Сират аллазина ан'амта алейхим». Никто из людей, братья, не имеет права порицать тех, кто стоит за правду, пребывает в поисках истины. Нет ничего удивительного, когда в этой борьбе за правду ты окажешься плечом к плечу с теми, кто на первый взгляд чужой, на первый взгляд. Не нашей веры, как принято говорить, да? А по ту сторону баррикад окажутся свои. Как это было с первыми мусульманами в Абиссинии. И мы пример этот рассказали. И как это было, это уже моя слабость, в 2014 году в Крыму. Когда крымские татары-мусульмане встали на сторону Украины и вышли против русского мира, хотя украинцы русские православные. Нет ничего в этом удивительного. И примеров таких в современности вы найдете уйма и множество. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا